Добрый день, уважаемые друзья! Меня зовут Аукенова Гужан Маратовна. Я являюсь основателем школы гостеприимства Ками в городе Алма-Ате и экспертом по построению бизнес-процессов обслуживания клиента в сфере гостеприимства. Сегодня я делюсь с вами очень важным практическим инструментом в обслуживании клиентов в наших компаниях. Это цикл обслуживания гостя. Итак, цикл обслуживания клиента – это 10 последовательных этапов, который начинается от встречи клиента и завершается прощанием с клиентом и подготовкой к встрече и обслуживанию нового клиента. Очень важно внедрить такой цикл у себя в компаниях для того, чтобы сервисная команда могла достигать цели в обслуживании клиентов. Цель работы по циклу обслуживания клиента – это плановые продажи и плановый возврат клиентов в вашу компанию снова и снова. И каждый этап имеет свою определенную задачу, которая в итоге приводит к этой цели. Итак, теперь давайте знакомиться с каждым этапом более детально. Первый этап в цикле обслуживания клиента – это встреча клиента. И здесь очень хорошо работает правило 10-4-1. Увидев клиента за 10 шагов, поприветствовать важно его невербально, то есть открытым взглядом, улыбкой, кивком головы. А за 4 шага поприветствовать клиента вербально, открытым приветствием «добрый день», «доброе утро», «добрый день», «добрый вечер» в зависимости от времени суток. И за 1 шаг начинать обслуживать клиента. Это правило очень легко заходит в работу сервисной команды, поэтому используйте его. Второй этап цикла обслуживания клиента – это знакомство с клиентом, презентация услуг и принятие заказа. На этапе знакомства с клиентом важно узнать имя клиента для того, чтобы иметь возможность обращаться к клиенту по имени в процессе обслуживания. Это персонализирует сервис, это персонализирует обслуживание, делает обслуживание запоминающимся. Важно представиться самому для того, чтобы клиент понимал, с кем он работает и к кому он может обращаться, к какому сотруднику он может обращаться в процессе обслуживания. Презентация ваших услуг при принятии заказа должна пройти очень красочно, информативно и экспертно. Поэтому сотрудник, который принимает заказ, презентуя услуги, должен знать их четко и раскрывать все необходимые важные детали ваших услуг, будь это меню, либо проживание, или еще какая-то услуга. Да? И, конечно же, принятие заказа, важно при принятии заказа делать записи для того, чтобы потом каким-то деталям была возможность вернуться. То есть на втором этапе цикла обслуживания клиента при знакомстве с клиентом, при презентации услуг и принятии заказа есть очень хорошая возможность персонализировать сервис. Третий этап в цикле обслуживания клиента – это дублирование заказа, уточнение деталей и, возможно, допродажи. Очень важно, чтобы сотрудник сервисной команды при приеме заказа продублировал заказ клиенту для того, чтобы убедиться, что в заказе все учтено, нет никаких ошибок. Далее уточнил детали каких-то особенных моментов в заказе, потому что очень важно, чтобы даже самые малейшие детали удовлетворили ожидания вашего клиента на 2 шага вперед. И здесь можно организовать допродажи, то есть дополнить заказ какими-то особыми позициями, которые сделают пребывание вашего клиента запоминающимся. Четвертый этап в цикле обслуживания клиента – это презентация специальных предложений или программы лояльности клиента. Вот здесь очень важно обучить сервисную команду тому, чтобы при принятии заказа обязательно озвучивались специальные предложения, которые повышают уровень лояльности ваших клиентов к вашему продукту. И если ваша компания предлагает специальные мобильные приложения для ваших клиентов с программами лояльности, со специальными предложениями, с накопительными бонусами,
то обязательно на этом этапе необходимо предложить клиенту, вернее, презентовать это приложение, и далее необходимо предложить клиенту стать участником этого приложения. А теперь давайте рассмотрим следующие 3 этапа в цикле обслуживания клиента. Итак, 5-й этап – это выполнение самого заказа. Если коротко говорить об этом этапе, то очень важно, чтобы сервисная команда владела знаниями по качественным показателям выполнения заказа. То есть это те показатели, которые регламентируют качество ваших услуг, вашего продукта. И все это должно быть прописано, сотрудники должны знать временные стандарты реализации, качественные показатели вашего продукта или услуги, то, каким он должен прийти на реализацию к вашему клиенту. Итак, 6-й этап в цикле обслуживания клиента – это же, конечно, контроль качества выполнения заказа. После того, как заказ выполнен, сотрудник должен проконтролировать через наблюдение за тем, доволен ли клиент выполненным заказом. То есть это вот такая небольшая обратная связь от клиента в первые 3 минуты после получения заказа, 3-5 минут. И если клиент доволен, то, конечно же, никаких вопросов, никаких невербальных, то есть взгляд, какое-то, может быть, недоумение от клиента, да, оно не поступит к вашему сотруднику, но сотрудник должен обязательно убедиться в том, что клиент после выполнения заказа доволен тем, что он получил. Итак, 7-й этап в цикле обслуживания клиента – это промежуточное обслуживание и обратная связь с клиентом. Это очень важный этап в цикле обслуживания клиента, потому что часто бывает так: клиент получил свою услугу, мы выполнили заказ и стараемся не беспокоить в лучшем случае клиента, а в худшем случае вообще про него забывают. Да? Важно сопровождать клиента, предлагать ему комфорт, обнять его заботой, и обязательно важно получать обратную связь о том, нравится ли клиенту у вас, то есть задавая вопросы, все ли вам понравилось, есть ли у вас какие-то замечания, и если что-то клиенту не понравилось, обязательно отработать с его претензиями и жалобами. Это отдельная тема, ее тоже очень важно изучить, как работать с жалобами и претензиями клиентов, потому что очень важно, чтобы все претензии, все жалобы клиент, если они у него есть, да, клиент оставил компании, чтобы с ними отработали и вернули 100% отработанные жалобы и претензии клиента, так, чтобы клиент остался доволен и вернулся к вам снова и снова. Итак, 8-й этап – расчет клиента. На этапе расчета клиента очень важно, чтобы сотрудник перед подачей счета еще раз проверить счет. Если это идет расчет наличными, но сейчас это крайне редко бывает, то, конечно же, обязательно предоставить гостю возможность получить сдачу, да, то есть в кассе должна быть всегда определенная сумма разменной монеты. И искренне поблагодарить клиента за расчет и за пребывание в вашей компании. 9-й этап в цикле обслуживания клиента – это, конечно же, теплое прощание с клиентом. Здесь важно поблагодарить клиента за обращение в вашу компанию, за визит к вам. Обязательно тепло попрощаться, открытым прощанием. То есть всего доброго, очень рады были вас видеть, ждем вас снова, по возможности проводить клиента до выхода. И этот момент, он может стать для клиента таким значимым, что в следующий раз клиент обязательно обратится к вам. Итак, 10-й заключительный этап в цикле обслуживания клиента – это подготовка к визиту нового клиента. И здесь очень важно, чтобы сотрудники могли иметь возможность подготовить пространство, инвентарь, оборудование, сами быть готовы к тому, чтобы встретить и обслужить снова нового клиента также эффективно и четко, с целью организовать плановые продажи и вернуть клиента снова и снова. Вот такие 10 последовательных этапов в цикле обслуживания клиента. Очень важно разработать вот такой цикл обслуживания и внедрить его в работу ваших сервисных команд. И небольшие рекомендации, как внедрить
цикл обслуживания клиента в вашей компании. Первое, самое важное, это нужно выстроить актуальный для вашей услуги, для вашего продукта цикл обслуживания. Да, то есть вы можете собраться с командой сервисников, ваших менеджеров и прямо вот пошагово указать, как вы построите ваш цикл обслуживания, как вы обслуживаете ваших клиентов. И те 10 этапов, которые я предложила, они должны быть в вашем цикле обслуживания, то есть даже больше их не будет, меньше тоже. Просто, возможно, какая-то последовательность может измениться, возможно, вы расчет производите на начале обслуживания, ну и какие-то вот детали, особенно актуальные для вашего обслуживания. Второй шаг – это сформировать стандарты и регламенты по каждому этапу вашего цикла обслуживания. Вот здесь эта задача немножко сложнее. То есть что такое регламенты и стандарты? Это инструкции, да, которые прописывают и регламентируют каждый шаг на том или ином этапе обслуживания вашего клиента. Они обязательно прописываются четко и понятно для сотрудников. Они визуализируются через фото, через видео. И это является некой инструкцией для каждого шага в обслуживании вашего клиента. Вы можете сделать это сами, но это очень сложно. Или можете пригласить эксперта, который может с вами вместе это разработать, и это будут ваши инструкции по обслуживанию ваших клиентов. Третий шаг – это организация ежедневного процесса обучения ваших сотрудников, планирование целей и задач для ваших сотрудников и, конечно, мотивация вашей команды. После того, как вы организовали пошаговый цикл обслуживания вашего клиента и прописали каждый этап в обслуживании в регламентах и стандартах, визуализировали, у вас обязательно должно быть организовано внутреннее обучение ваших сотрудников, ну и в частности вашей сервисной команды. То есть организованный ежедневный процесс обучения ваших сотрудников, планирование совместной цели, организация задач для ваших сотрудников и, конечно же, процесс мотивации, да, ваших сотрудников, он даст колоссальный результат в обслуживании ваших клиентов. И четвертый шаг по внедрению цикла обслуживания клиента – это, конечно же, контроль работы ваших сотрудников, оценка работы сотрудников и коррекция работы по итогам оценки. В процессе работы, когда ваши сотрудники обслуживают клиента, важно, чтобы менеджеры контролировали работу и оценивали ее на соответствие выполнения регламентов и стандартов. То есть у каждого сотрудника могут быть разные показатели в результате работы, поэтому у вас должны быть разработаны инструменты оценки работы сотрудников. И, конечно же, по результатам оценки должна проходить коррекция, то есть те сотрудники, которые имеют какие-то отклонения в работе, проявляют их, да, они должны быть обучены обязательно заново. И, возможно, задачи как-то изменены, возможно, цели. То есть постоянная должна быть динамика в том, чтобы делать обслуживание клиента все лучше и лучше. Ну и ожидаемый результат от внедрения цикла обслуживания клиента в вашей компании – это повышение ваших плановых продаж и возврата ваших клиентов снова к вам от 10 до 20%. Это очень интересный результат, поэтому внедряйте цикл обслуживания клиента в ваших компаниях. На этом все. Благодарю вас за внимание. Учитесь, вдохновляйтесь и действуйте. Благодарю вас.